Объедините свое утро и наш телеканал, и тогда ваш день точно пройдет хорошо. Доброе утро, Осетия! Сегодня среда, 23 апреля. В самый разгар весны хочется мечтать и творить. Как раз сегодня мы проведем самый творческий выпуск. Он будет наполнен вдохновением и новыми идеями. Сегодня поговорим о театре, обсудим грядущие новости из мира кино, да и вообще узнаем, чем живет культурная Осетия. Предлагаю скорее начать наш выпуск. Начнем с киноновостей. С 17 по 24 апреля в Москве пройдет 47-й Московский международный кинофестиваль. Это настоящее событие для всех киноманов. В рамках фестиваля планируют показать более 200 фильмов из 50 стран мира. Одна из главных тем фестиваля – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Фильм «Открытие» фестиваля в списках не значился. Историческая лента по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. А вот любители исторического кино дождались апрельской премьеры фильма «Падение короны». Это мелодрама о Марии Антуанетте. Влада, что для тебя значит кино? Мне сложно назвать себя ярым киноманом. Для меня фильм – это способ получить позитивные эмоции. Я не люблю тяжелое кино, но размышлять о просмотренной ленте мне, конечно, любопытно. А для тебя что такое кинозавр? Для меня кино – это мир за гранью возможностей. Как будто каждый может примерить на себе различные образы. До поступления в медакадемию я готовился поступать в театральное. Помним. Но и по сей день я не отступаю от своей мечты. И, возможно, в ближайшее время сыграю во второстепенной роли. Какая для тебя вообще идеальная роль? Для меня все роли идеальными. То есть плохих ролей нет? Нет. Я бы хотел бы сыграть в различных образах. Например, сейчас с развитием технологий можно побывать в космосе, не выходя из павильона. Вообще магия кино очень привлекает. Я была на экскурсии в Мосфильме, она произвела на меня, конечно, неизгладимое впечатление, и больше всего мне понравились масштабы павильонов. Там были воссозданы исторические улочки Москвы, которые все мы видели на экранах. Давай представим такую картину. Так. Недалекое будущее. Пожилой астроном-любитель был вынужден жить в уединении в горах. Но он обретает друга в лице робота и вместе с ним наблюдает за космосом. Звучит вообще как сценарий фантастического кино. Скажу больше. Все подробности первой осетинской фантастики мы можем узнать у режиссера фильма «Монолог». Он расскажет о современных технологиях в кинематографе и в своем творчестве. Асан, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие современные технологии вы используете в своей работе? Сказать, что мы использовали какие-то особенные современные технологии, наверное, нет. Разве что, когда мы писали сценарий, учитывая то, что один из персонажей у нас робот с искусственным интеллектом, мы из интереса обращались за помощью к нейросетям. Нам было интересно взглянуть, проанализировать, как реальные нейросети смотрят на те проблемы, которые мы поднимаем в фильме. И не без помощи этих нейросетей мы прописывали именно реплики нашего героя. Именно робота? Да, да. Давайте коротко введем наших зрителей в курс дела. Вы снимаете полнометражную, уже сняли полнометражную ленту. И суть в том, что единственный носитель осетинского языка остался жить в горах, и появляется друг-робот. Как вообще вы переложили вот такую серьезную проблему на современную жизнь? Ну, эта история, наверное, стала синтезом всех наших мыслей, моей команды, которые у нас есть сейчас, за последние годы, то, что в нашей голове бывали. Мы волнующие нас вопросы подняли. Это и культурная проблема нашего народа, исчезновение постепенно языка. Это и любимая мною тема космоса, которая с детства больше всего вызывала у меня чувств, эмоций. И вот все это мы объединили в одно, и получился этот сценарий. Какие эмоции вы хотите добиться у зрителей при просмотре вашего фильма? Ну, наверное, на любой создаваемый мною фильм я смотрю в первую очередь как зритель, потому что я не самый, так сказать, искушенный киноман, не отношу себя к какой-то интеллектуальной
киноэлите и считаю себя обычным среднестатистическим зрителем и ориентируюсь на такое же. Хочется как можно у большего количества зрителей вызвать эмоции, восхищение. Хочется добиться тех же эмоций, которые испытываю я при просмотре некоторых режиссеров, некоторых фильмов. То есть, видишь, мы пытаемся достичь главной цели кино, это какое-то сопереживание у зрителя. У нас есть фотографии со съемок, мы их добыли. Давайте их посмотрим, а вы нам, пожалуйста, прокомментируйте, как вообще вы воссоздавали вот эти все эффекты. Дизайн этого робота мы сделали сами, нашей командой. Конечно, у нас изначально была цель немного отойти от прототипа Валли, но, учитывая наши ресурсы, учитывая задачи, которые были поставлены дизайнеру, это было миловидное лицо, 2 глаза, то есть человекоподобность. Мы не смогли выполнить эту задачу, и, как многие подмечают, он похож на известного персонажа, на Валли. Нам его создавали в Москве. Это тоже был непростой процесс. Мы ездили в Москву, контролировали этот процесс. И все равно, несмотря на все, даже здесь, во время съемок, он вызвал немало проблем у нас, немало задержек по времени. То есть он не нарисованный? Нет, это реальный робот, которым это реальный робот. Да, управляли люди с пультов. Он у нас несколько раз сломался посреди съемок. У нас, например, есть сцена, где он гонится за баранами, и в этой сцене он у нас один раз перевернулся, у него шея сломалась. Ужас. И наш механик Сослан его всю ночь чинил, спас наши съемки. Так что тоже такой непростой момент был с этим роботом. Но он, можно сказать, стал частью команды. Все к нему относятся уже не как к куску пластмассы, а как к живому человеку. К живому человеку. А сейчас какая у него судьба? Вот у вас съемки закончились, у вас идет процесс монтажа, а чем занимается Он у меня робот? во дворе стоит, пугает мою собаку. Бедная собака. Да. Могут ли события из вашего фильма быть реальностью? Ну, это такой вопрос. Хотелось бы, чтобы наш фильм стал не сбывшимся прогнозом, а таким мягким предостережением. И это, наверное, маловероятно, но чтобы он повлиял на ход истории, на сознание людей, чтобы хоть один человек, если после просмотра этого фильма задумается, изменит как-то вектор своей жизни, отношение к культуре, я буду очень рад. Фильм больше склонен к национальным каким-то традициям, которым вы хотели осветить население, да, Осетии? Ну да, мы попытались найти или опровергнуть взаимосвязь между уровнем развития народа, технологического, экономического, вообще любого, и уровнем его национального самосознания. И интересно, как зритель увидит раскрытую нами проблему. Я даже, знаешь, о чем задумалась, Заур, когда мы готовились к программе? Вот у нас есть человек, последний носитель осетинского языка, и есть робот. Вот они же обрели друзей друг в друге. То есть это может быть какая-то метафора, то есть я уже интерпретирую как зритель, но может быть это какая-то метафора, что очень спокойно вот вся наша национальная идентичность, все развитие народа может соседствовать с современным развитием. То есть это же не 2 линии, которые обязательно должны идти врозь. Да. Могут идти вместе. Да. А как вы выбирали главного героя на роль Гаппо? Это, наверное, была самая простая задача. Главным героем выступил Качмазов Лазарь Алексеевич, невероятный человек, который мог нам, по сути, сделать много проблем, мог капризничать, имел на это право, учитывая условия съемки, учитывая наши ресурсы. Но он тоже стал нашим другом. Я его сейчас считаю своим другом, большим другом, который очень сильно нам помогал. Его никто не просил, но он часто нам таскал штативы, мы ему говорили «Лазарь Орлов», но он все равно такой человек, которому я бесконечно благодарен, который стал очень важным элементом в этом фильме. И по-актерски тоже не было никаких сомнений. Мы в Остинском театре провели кастинг, просмотрели несколько кандидатов на роль. Ну, как-то сразу стало понятно, что наиболее подходящий Лазарь Алексеевич.
Вообще, когда вы подбирали актеров, когда уже думали какой-то образ в своей голове, насколько он совпал с реальностью, которая в итоге получилась? Ну вот в этом и была простота, в том, что тот, кого мы задумали, таким человеком в реальности являлся Лазарь Алексеевич. Он является таким, какой должен быть настоящий астинский мужчина. Это в первую очередь чувство юмора вперемешку со скромностью, с таким, не знаю, как это перевести на русский, вожданьзинат. И таким задумывался герой, и таким оказался Лазарь наш, Лазарь Алексеевич. Фильм будет выходить на русском языке? Да, он на русском языке с вкраплениями астинского языка. А вообще, когда планируете премьеру показать большому зрителю? Мы сейчас заканчиваем постпродакшн, надеюсь, к концу месяца закончим, получим всю необходимую документацию, удостоверения и сразу же запустим в прокат. У нас есть предварительная договоренность с местными кинотеатрами, и вот как только все будет готово, мы начнем его реализацию. Асан, спасибо вам большое. Было приятно с вами пообщаться и желаем вам творческих высот. Спасибо. Да, правда, было очень интересно. Одних манит цифровое будущее, других далекие страны. И уже по сложившейся традиции давайте мы с вами тоже проведем утро на другом конце мира. Сегодня с нами на связи Тимур Цагараев, и прямо сейчас он находится в Дубае. Так давайте же узнаем, какое оно утро на другом конце света. Тимур, доброе утро. Как настроение, как погода? Да, доброе утро всем. Ворачиваем Порш. Да, мы в Дубае. Среда, середина рабочей недели. Я нахожусь в офисе. Когда начинается твое утро? Я думаю, часов, наверное, в 8-9 утра. Я просыпаюсь обычно, но в выходные могу там и в 10, даже в 11. Кофе и работа. Это вот мое стандартное утро. Я по привычке не завтракаю, пока обедаю. Если мы говорим про местных, которые здесь живут, у них нет в культуре, в принципе, торопиться. Они все очень размеренные, такие спокойные. Сильно зависит от района и от вида деятельности. То есть, если это центр, тут есть такой движ московский, они все торопятся, постоянно пробки. Если мы говорим про какие-то районы спальные, то там все по-другому. Там обычно люди бегают, бассейны, пробежки, кто-то гуляет с детьми. Тимур, а поделись с нами, если не секрет, когда и почему, да, ты переехал в Эмираты, в Дубай? Переехал я 8 лет назад, просто хотел увидеть мир, мне было интересно пожить за границей. И сейчас я здесь живу, это больше город, конечно, про бизнес. Я не буду кривить душой, это бизнес, зарабатывание денег. История про это. Жить я планирую однозначно в Осетии, в Владикавказе, а лучше в Ягдоне. Ты где завтракаешь? Дома или где-то, не знаю, в кофейнях красивых? Это зависит от случая. Я могу позавтракать дома, мне нравится дома завтракать. У меня брат и сестра здесь, и мы с ними ездим каждое утро на завтрак в разные локации. В Дубае приоритетно и очень круто считается зелень. Мы живем в пустыне, здесь ее нету, и она практически вся искусственная. И есть заведения, которые выглядят как сад, и они особенно прекрасны. У нас сейчас кофе стоит приблизительно 250 рублей, если среднюю стоимость брать. А у вас какие цены на кофе? Обычные цены, я думаю, долларов 5, 6, 7, может, и так. Ну, 500, 600, 700 рублей получается. А у вас есть такой же культ на то, чтобы пить кофе, вот как у нас в Осетии, во Владикавказе, что если ты выходишь куда-то гулять, то у тебя вот обязательно в руках должен быть стаканчик с кофе? В Дубае сейчас другая тенденция, которую я наблюдаю, она, наоборот, люди перестают пить кофе. Вау. Здесь сейчас становится модно не пить кофе. Либо пить какой-то альтернативный кофе. Вот тоже сейчас стало модное явление. Если там утром приехать на какой-то бизнес-район, здесь в основном работают европейцы, русские, из СНГ ребята, и у них, да, есть культ кофе, все со стаканчиками. У тебя со спортом как отношения? Ты занимаешься? Вообще всю жизнь занимаюсь спортом, спорт всю жизнь меня сопровождает, то есть в детстве это дзюдо было в Осетии. Сейчас теннис, в основном я вот посвящаю все свободное время это теннису. Я обожаю, влюбился в теннис. Вот никогда бы не подумал, но когда начал заниматься, понял, что это супер интересный вид спорта. В моем жилом комплексе, где я живу, там есть 2 теннисных корта, и
любой желающий может прийти и играть. Поиграть. Давай еще поговорим тогда про осетинское комьюнити, которое там есть. У нас я думаю, около 100 человек, это которых я знаю. С молодежью мы на связи, у нас есть группы с ними, мы периодически видимся, какие-то спортивные мероприятия проводим, просто посиделки, общаемся. Нельзя не упомянуть море, которое у вас там есть. Часто ли ты ездишь, может быть, завтракать с видом на море? Я небольшой фанат моря, мне не очень нравится там, я к нему равнодушен. Одно из моих любимых мест, где я люблю завтракать, это конюшня. Есть такое место, называется Поло Клаб в Дубае, там играют в поло, лошади, и ты завтракаешь, вокруг тебя гуляют лошадки, и я бываю прям по-детски счастлив. А есть ли у тебя какое-то правило утра, что обязательно надо или не надо делать утром? Чашка кофе, и еще важная вещь — это не трогать телефон первые хотя бы 30 минут. Мои наблюдения показывают, если с утра залазишь в соцсети и начинаешь читать сообщения, у тебя весь день бывает в голове туман. Вот поэтому всем советую меньше пользоваться соцсетями, меньше листайте ленту. Тимур, спасибо тебе большое. Мы классно пообщались, узнали что-то новое про Дубай. Мне кажется, твое утро, оно очень классное, есть в нем что-то такое необычное. Спасибо большое, я рад был с вами пообщаться. Поржирающим Салон. Бужник. Забавно. Пока-пока. Продолжаем говорить об искусстве. Настало время театра. Сезон в разгаре. Так, например, Русский академический представил премьеру «Бесприданницы». Мне всегда интересно, как на классику смотрят молодые актеры, меняются ли их восприятие и как авторы доносят суть до зрителя. Новый взгляд, собственная интерпретация. Они создают новый театр. Так давай же это обсудим. Сегодня у нас в студии преподаватель камерного театра «Шкит» Катерина Агафонова. Катерина, доброе утро. Доброе утро, всем здравствуйте. Как свое утро начинает творческий человек? С чашечки кофе. Вдохновение ловите? Однозначно. Это какой-то ритуал или все-таки больше необходимость? Это необходимость. Однозначно. Многие говорят, что театр меняется. Появляются видеоинсталляции, новые площадки, необычные площадки. Это шаг в будущее или мы теряем живое искусство? Но однозначно это шаг в будущее. И при необходимости это все нужно использовать. Главное, правильно это использовать, да? И если бы мне было необходимо в спектакле современные, да, технологии, то я бы, конечно, ими пользовалась. Но так как у меня нет необходимости, я ими не пользуюсь. Как молодые актеры работают в театре? Расскажите нам. Так, это надо у них спросить. Как молодые актеры работают в театре, я могу только рассказать о своих студентах, о своих студийцах даже, правильно. У меня сейчас уже, нам недавно исполнилось 3 месяца, нашей взрослой группе театральной. И они работают, мне кажется, как в последний раз. Они выполняют тренинги, упражнения. Они с горящими глазами просят этюды. Катя, давайте скорее этюды, давайте без разминок. И они это делают, ну, с такой отдачей невероятной, что ты заряжаешься этим. Это я говорю про своих студийцев, да, которые по разным причинам пришли к нам в театральную студию. Кто-то не реализовался как актер, да, по каким-то причинам. Кто-то побоялся, зажался и так далее. Кто-то просто не получилось. Но они артисты, я называю их господа артисты. Мы выходим на сцену и так далее. Также я обращаюсь к детям. А как работаете с детьми? То есть, понятное дело, молодежь, она там молодые актеры, они с большим, наверное, пониманием относятся к профессии, а все-таки дети — это дети. Им еще очень многое надо объяснять. Как работаете с ними? Да, вы правы, взрослые приходят осознанно. Это их выбор, это их решение. Дети приходят еще осознаннее, я вам так скажу. Интересно. Ребенка очень тяжело обмануть. Ребенок делает ровно то, что он хочет делать. И если он не хочет, да, вот, пить чай без сахара, он его не пьет без сахара. И здесь также, если он чего-то не хочет, он говорит, я не хочу, и садится. Дети честнее? Или он, конечно, дети честнее, да. Потому что и еще дети не умеют обманывать. Они еще без разных социальных масок, да. И поэтому здесь тоже аккуратненько нужно, да, их не нарушить, их внутренний мир. Вот. Но у меня дети
те, которые хотят это. Нет такого, что их заставили родители. А когда их заставляют родители, я это понимаю и разговариваю с родителями, что немножечко не туда, не нужно мучить ребенка. Спросить у него, что он хочет. Вот и все. Это правильно. Прислушиваться надо к детям. Однозначно. Согласна? Я с тобой согласна, тем более вот у тебя такой пример, что ты сам хотел быть актером. Вот ты Да. в детстве занимался в каких-нибудь, может быть, театральных Нет. студиях? Не К было. сожалению. Нет, я участвовал всегда в спектаклях в школе, Так. в университете у себя, но так получилось, что я не поступил. Так. Получается, мы ждем вас завтра в 12 часов. У нас как раз занятия в театральной студии. Но Собственно, никогда вот. не поздно. Никогда Тебе не уже поздно. на 4 камеры это сказали. Завтра работа отменяется, Всё, только я в студии иду. идешь. Отлично. Вопрос, а у вас работают без образования актерского? Да, у нас работают без актерского образования. Это я тоже вам к тому, что иногда взрослые по каким-то причинам не смогли, да, поступить в театральный вуз, в театральный колледж, получить курсы театрального мастерства. Но их желание больше и выше всего этого навязанного обществом. Да, вот нужен диплом. Красный. Можно еще, пожалуйста? Но когда у человека есть желание, у него есть силы, ресурсы, он с такими глазами говорит, что сделать, что прибить Я вам готов здесь. на всё. Мы, конечно, наши двери всегда открыты. Да, такое есть, такое есть. Екатерина, а как вы думаете, вообще какая сейчас культурная жизнь в Северной Осетии, именно театральная? Это такой хороший вопрос. Моя взрослая группа. Я на них смотрю и думаю, так, нам нужно что-то делать. И у нас, в моем любимом Владикавказе, нету иммерсивного спектакля. А мне говорили, что когда-то это хотели сделать, но по каким-то причинам это не сложилось. И когда я это сказала, я уже рассказала это ребятам, говорю, мы будем делать. Я так сильно этим загорелась. Нам позволяет наш театр позволяет нам это делать. И они тоже этим загорелись. И потом я рассказываю это Лейле, художественному руководителю театра «Шкит». И она говорит, слушай, здорово, а у нас такого нет. И я такая, опа, значит, будет, значит, делаем. Конечно, хочется новых форм, хочется удивлять. Мы не можем без этого жить, мы должны удивлять. Мы такие по природе, да, все артисты, мы обязаны удивлять. И да, и хочется удивлять зрителей, хочется показывать им что-то новое. И мы, да, готовим иммерсивный спектакль. Я думаю, что к лету мы его выпустим. Вот. То есть сейчас у нас даже был анонс к чему-то новому, Да. что ждет Да, нашу да, условно это правда. творческую, ну, так скажем, тусовку Владикавказа. А вообще вот у нас проходит фестиваль Вахтанговский, у нас уже 2-й год подряд, это настоящий праздник. Как вы относитесь в своей среде к этому? Это правда праздник. И я считаю так, что если есть праздник, нужно в него погружаться на 100%. Если его нету, нужно придумывать праздник и погружаться на него в 100%. Нет, это потрясающе. И я, к сожалению, в прошлом году не оказалась там, потому что я совсем недавно живу во Владикавказе. А в этом году я хочу быть причастна к этому. Вот и мы сейчас выходим тоже на людей, люди выходят на нас, чтобы мы как-то там все взаимодействовали, конечно. Нам есть что дать им есть что дать нам. Вот так. Как вы думаете, сегодняшнему актеру легче или труднее, чем 20 лет назад? Я думаю, что... Нет, я точно уверена, что работа актера — это уже труд. Это огромный, колоссальный труд. И что 20 лет назад, что сейчас, что вчера, что завтра — это труд. Это постоянное исследование, да? Да. А искусственный интеллект как-то помогает справляться вот с этими трудностями? Конкретно мне нет. Я к нему даже не обращалась. Но театр, он такой живой. Ну, я знаю... Да, вы знаете, это хороший вопрос. Искусственный интеллект помогает ли? Я думаю, что нет. Потому что, если я правильно отвечу, вы меня поправьте, если что. Театр, вообще сцена, артист — это про жизнь, это про живое, это про настоящее, это про взгляд, это про вздох, это про паузу, это про вот слеза, когда вот здесь, да, это про крик, это про то, что артист заряжает зрителя, и это не может быть, ну, это не про что другое. Какой бы вы могли бы дать совет молодому актеру? Есть такая фраза, потрясающая, я считаю, фраза.
великого поэта Льва Николаевича Толстого. Если ты можешь не писать, не пиши. Вот я так говорю тоже своим уже взрослым деткам, да, и своим взрослым. Я говорю, если вы можете без этого жить, живите. Вот и все. Ну, очень много людей, которые не могут, и поэтому для них актерство, сцена и вообще любое искусство — часть жизни. Екатерина, огромное спасибо, что это утро вы провели вместе с нами. Было, правда, очень интересно и вдохновляюще. Спасибо вам. Вам спасибо. Конечно, разработать сценарий и создать спецэффекты достаточно сложно. А еще говорят, что в кино невероятно сложно снимать животных. Особенно тех, кто должен выполнять разные трюки. Знаешь, у меня был такой опыт. Вместе с моей собакой мы пообщались с нашим штатным кинологом, и целью было показать, как обучить собаку базовым командам. Давай посмотрим нашу рубрику и оценим актерскую игру твоей собаки. Мэр, доброе утро. Доброе утро. Мне кажется, прекрасный день, чтобы начать его с прогулки с собакой. Я тебе вручаю свою Геру. Расскажи, пожалуйста, какие вообще команды должна знать собака, чтобы ей было комфортно жить и социализироваться в обществе? Так, основные дрессировочные моменты, к которым собака должна быть приучена, это, наверное, сначала амуниция. То есть она должна нормально носить ошейник, не пытаться его скинуть, нормально относиться к поводку, не кусать его, и нельзя позволять ей кусать, как бы держать его. Она должна на него не обращать внимания. Собака должна позволять себя трогать, чтобы мы могли ее осматривать пасть, открывать ее. Это нам пригодится, особенно нужно будет, если вдруг во время прогулки она что-нибудь схватит, и нужно будет вытаскивать. А если мы говорим непосредственно о командах? Если говорить о командах, то важны это сидеть ко мне и рядом, желательно рядом. Потому что если не будет команды рядом, вам придется справляться поводком. Кличку свою обязательно. Ну и все остальное уже вторично. Такие команды, как «дай лапу», это уже... Это уже развлечение больше. Да. Как правильно выполнять дрессировку и обучение этим командам? Методы дрессировки есть разные. Есть механические, да, это когда мы собаку сажаем, допустим, если на примере сидеть. Да, мы давим на круп и тянем поводок. Гере так не нравится. Но это, да, работает немножечко. Нежелательный способ. Лучше все делать более позитивными методами. Это лакомство или игрушки. Да. Как мы работаем на команде «сидеть»? Команда «сидеть», если это делается лакомством. Если это делается лакомством, то нам нужно первое, что сделать, привлечь внимание. Ага. Сейчас ей пока интересно все вокруг. Привлечь внимание дальше, но она уже садится. Но она воспитанная собака просто чуть-чуть. Ну, я могу показать встать как. Давай. Гера, стоять. Вот молодец. Это новая для нее команда, она ее не знала. Даже жест для положения сидеть, обычно жест, это бывает вот такой. Гера, сидеть. Вот. Не со всеми собаками это так легко происходит, как с Герой. То есть она уже привыкшая. Собаку нужно сначала приучить идти за лакомством, потом понимать, что она что-то сделать должна за это, и потом, то есть она учит учиться. Несколько моментов по поводу лежать. Когда мы укладываем собаку, мы не просто кладем вниз лакомство, чтобы она за ним пошла. Мы заворачиваем руку так, чтобы собака захотела заглянуть под руку. И для этого ей придется положить локти, то есть лечь. Иди сюда. Сядь. Лежать. Ага, то есть она носом начинает выискивать, где же это лакомство, и ей нужно встать на локти из-за этого. Насчет выдержки. Насчет выдержки, когда собака легла, мы ее поощряем еще несколько раз просто за то, что она лежит. Все условные рефлексы, они образуются внутри, то есть она это не осознает даже. Она знает команду «дай лапу». Вот это не то чтобы моя гордость, что мы ее этому научили, но это всегда очень трогательно выглядит. Но это не самая обязательная команда, верно? Она не обязательная, но лучше, если будет собака побольше знать команд, чтобы их предлагать. Это повышает ее интеллект собачий. Давай мы продемонстрируем, как мы это умеем. Сидеть, дай лапу.
Молодец, другую лапу. Умница, хорошая собака. Майра, огромное тебе спасибо, что рассказал об основных командах. Я думаю, что нашим зрителям было полезно. Дальше будет еще больше интересного. Я считаю, что в жизни каждого человека должно быть место творчеству и культуре. Думаю, у нас сегодня получился замечательный эфир, и мы кого-то вдохновили пойти в кино или театр. Уверена, сразу после эфира надо посмотреть, какие новинки нас ждут. Ну а на этом наш эфир завершается. Желаем всем отличного дня и до новых встреч! Then I meant to honest life, I know it, I was right. I can't even sleep and I can get it off my mind. I need to get up beside me and behind bars. White sunny highway has a simple intricate song, turning into a realistic situation. Me just thinking on the time that I face it makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son, and I took his heart away. I pull up the gun, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. I'm in down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. I'm in down, mama. I do Solomon down in Central Station, in front of a big old car. Oh, mama, I do Solomon down. Hate to turn her to a color pink suit. Well, she I don't know my shoes, so I do expect me to do what I'm blinking for. The full I will lose my courage from my fire. I didn't mean to lay him down. I need to let her back now. To know what I was thinking. Now he was long living, so we won't leave time. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son, and I took his heart away. I pull up the gun, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. I'm in down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. I'm in down, mama. I do Solomon down in Central Station, in front of a big old car. Oh, mama, I do Solomon down. Look, I never do, I do it. I never threw, I do it. I never threw, I do it. Oh gosh, whatever happened to me? Ever happened to me? Ever happened to me? Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom? And I need love so soon when I pull the trigger, pull on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, rum pa pa bum, rum pa pa bum, you may say me down. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum, in a red downtown. Cause now I'm a criminal. Oh Lord have mercy, now I'm a criminal. Been down to the judge, please give me a minute more. Run out to tell me cause I can't bear see me now, my mind. I just
Central Station, in front of a big old car. Oh, mama, I just Solomon down here on Central Station.